Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Начнем выпуск сообщения пресс-службы правительства Абхазии. Премьер-министр Александр Анкваб после прохождения курса лечения в московской клинике от коронавирусной инфекции вернулся в Абхазию. Александр Анкваб чувствует себя хорошо. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Матиасом Вайнрайх и посланником МККК по пропавшим без вести на Кавказе Дэниелем Максуини. Обсуждалась работа, которую проводит миссия по идентификации останков пропавших без вести, а также вопросы, связанные с продолжением программы. Поиском пропавших без вести МККК занимается уже 10 лет. За этот период было опознано и передано семьям 177 останков. Добрый день. Рад вас приветствовать. Мы выражаем слова благодарности за ту работу, которую вы проводите на территории Абхазии на протяжении долгих лет. Красный Крест, Международный Красный Крест – это организация, которая ассоциируется с гуманизмом, с правильными подходами в решении проблем, которые возникают в конфликтных ситуациях. Руководство Абхазии намерено в дальнейшем сотрудничать с вами и оказывать вам в вашей нужной работе всяческую поддержку. Спасибо большое вам за ваш прием. Я знаю, что вы очень заняты. В первую очередь я бы хотел подчеркнуть те успехи, которые были достигнуты в осуществлении программы в условиях конфликта, который до конца еще не разрешен. Вы сумели провести диалог с властями Грузии по вопросу пропавших без вести при посредничестве Международного комитета Красного Креста, что в итоге привело к тому, что 177 неопознанных останков были опознаны и переданы семьям. И это, конечно, очень значимо, то, что имеет место здесь, потому что, работая в различных местах по миру по этой программе, МККК может сказать, что здесь это поставлено на довольно-таки хороший уровень. Депутаты парламента единогласно приняли законопроект о республиканском бюджете на 2021 год. А в закон о декларировании доходов и расходов публичными служащими и депутатами в первом чтении внесены поправки. Кроме того, депутаты одобрили постановление Кабмина о продлении срока действия постановления, запрещающего добычу криптовалют еще на год. Всего на очередном заседании сессии парламента было рассмотрено 12 вопросов повестки дня. Все подробности в репортаже Алики Трапш. Заседание сессии парламента депутаты начали с рассмотрения кадрового вопроса. Путем тайного голосования на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия большинством голосов избран Сафарбей Микамба. Затем депутаты перешли к рассмотрению законопроекта о республиканском бюджете на 2021 год. Напомним, что госбюджет не был принят парламентом 30 декабря 2020 года и был направлен на доработку в комитет по бюджету. После доработки параметры бюджета на 2021 год претерпели изменения. Доходная часть бюджета не изменилась. При этом увеличились расходы в области медицины, также увеличены доплаты к пенсиям для граждан, получающих только абхазские выплаты. Повышены расходы на поддержку независимых СМИ, расходы на мероприятия Министерств просвещения и культуры по начислению на выплаты по оплате труда. Увеличение расходов в объеме 5 миллионов 150 тысяч рублей на приобретение оборудования, на чем настаивал парламент, для ОСИС в арбитражном суде Республики Абхазия. Увеличены бюджетные обязательства в объеме порядка 6 миллионов 969 тысяч рублей на обеспечение охраны объектов санатория Сухум и Сухумский. Указанные объемы обязательства уменьшены, в общем объеме они уменьшены, а сумма вошла порядка 7 миллионов на санатории в Сухум и Сухумский. Увеличение расходов на поддержку независимых средств массовой информации в объеме 3 миллиона 600 рублей. Увеличены расходы на доплату за ученое звание и ученую степень научным работникам, лауреатам премий Гулия и Дзадзария в объеме 2 миллиона 412 тысяч рублей. Постановление Кабмина.
По национальной безопасности и правоохранительной деятельности увеличены расходы за счет остатков финансовой помощи за 2020 год на материально-техническое оснащение и поэтапное повышение денежного довольствия и социальных гарантий работников УВД РА, а также принятых бюджетных обязательств в объеме 24 миллиона 984 тысячи рублей. Увеличены расходы на реализацию мероприятий инвестпрограммы в объеме 559 миллионов рублей за счет остатков финпомощи за 2020 год. Увеличены расходы на мероприятия по Министерству просвещения и языковой политики в объеме 1 миллион 314 тысяч рублей, а также на научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия» 2 миллиона 897 тысяч рублей. Увеличены текущие расходы по Совету старейшин на сумму 250 тысяч рублей. Увеличены расходы по Министерству культуры на 1 тысячу рублей. Увеличены расходы на приобретение медицинского оборудования для наркодиспансера в размере 9 миллионов рублей и на борьбу с коронавирусной инфекцией увеличены расходы в объеме 10 миллионов рублей. Бюджет Чебчирского района увеличен межбюджетный трансфер в объеме 4 миллиона рублей на социально значимые расходные обязательства района. Парламенту была предложена еще одна поправка, которая также рекомендована комитетом – увеличение межбюджетного трансферта Черноморэнерго на сумму 100 миллионов рублей для приобретения электронных приборов учета. Временно исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Владимир Делба с учетом масштабного дефицита предложил рассмотреть возможность сократить объем на эти цели от 30 до 40 миллионов рублей. Чтобы установить 100 миллионов рублей, разумеется, нам надо искать источник. Разумеется, нам надо искать источник покрытия дефицита прежде всего, да, социальных расходов, которым, наверное, и это тоже будет являться приоритетным, несомненно. Поэтому, если вы сможете этот вопрос рассмотреть, то было бы, конечно, вот, ну, на мой взгляд, реалистично, мы бы могли точно сейчас именно вот этой процедурой заняться. Посмотреть, как это будет. Дело в том, что еще же мы с вами это обсуждали. Дело в том, что приобретение приборов учета этого недостаточно. Там же нужно привести сети в порядок, там же подстанции нужно привести до конца, завести этот прибор учета до потребителя, чтобы они не горели. Может быть, вот по такому пути пойти. Если сейчас на 100 миллионов рублей приобрести приборы учета, только приборы учета, ну, риск высокий. В случае, если у нас получится реализовать эту программу со счетчиками, то, скорее всего, тот объем дотаций, который государство выделяет для Черноморэнерго, они будут в течение года компенсированы. То есть государство не будет прямой необходимости датировать на тот объем суммы, на который увеличится собираемость. Пусть эта программа пойдет, и мы в течение года будем в зависимости от результатов вместе с вами ее редактировать. Если эти деньги не понадобились, не пошли, мы ее уменьшили. Вдруг пошло, и возврат от него стал большой, да? То есть фактически эти 100 миллионов вернулись. В итоге, с учетом всех поправок профильного комитета, депутаты парламента приняли проект закона о республиканском бюджете на 2021 год в третьем окончательном чтении. Также на заседании сессии депутаты рассмотрели постановление о проекте закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Напомним, что ранее депутаты не приняли проект закона во втором и окончательном чтении. Основные поправки касаются круга лиц, которые попадают в категорию члена семьи декларанта. Согласно внесенной поправке, к членам семьи декларанта относятся супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители декларанта, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта. Концептуальных изменений мы не внесли, хочу сказать. Изменились сроки вступления в силу данных изменений. Коротко попытаюсь объяснить, почему. Даже если мы гипотетически приняли бы его сегодня во втором и окончательном чтении, то 3 апреля он не смог бы вступить в силу, потому что есть свои процедуры вступления в силу всех законов. Поэтому срок вступления предлагается на 1 мая. И также срок последней даты декларирования 1 августа. То есть в случае, если мы примем данные поправки, то с момента вступления в силу закона будет 90 дней для подготовки всех ведомств и уполномоченного органа, который будет этим заниматься.
Представитель президента в парламенте Саида Бутба выразила концептуальное согласие с тем, что закон требует изменений, и поддержала принятие проекта в первом чтении с учетом доработки его ко второму чтению. Депутат Баталтапагу высказал мнение, чтобы данный законопроект работал, надо дать четкое определение понятию «предприниматель». У нас было мнение об одном, чтобы этот закон работал, а не пылился, и чтобы он был бы таким, который не показывает настоящую прозрачность людей, которые идут в депутаты, в министры и так далее. При этом это не должно запрещать людям, которые стали успешными в своей стране, людям, которые занимались бизнесом, стали большими предпринимателями и так далее, завтра запретить им дорогу идти в депутаты или на какие-то государственные должности, где они могут принести пользу. Дело в том, что слово «предприниматель» даже у нас здесь не отражен. Может ли человек, который занимался предпринимательством, стать депутатом парламента? Человек, который добился каких-то успехов, я не знаю, в других сферах, не только, извините меня, те, которые преподают в университетах или нигде не работают. Потому что по существу, если взять и посмотреть, я из своего опыта вам могу сказать, декларации доходов, которые заполнялись кандидатами в президенты, за исключением единиц, все нищие, которые живут у своих жен и детей, не имеют собственной машины, ничего не имеют. При этом мы все знаем, что все это есть. Нам нужно показать прозрачность. Здесь маленькая страна, мы все друг друга знаем. Зачем друг другу врать? Для того, чтобы мы не врали, мы должны в законе внести соответствующие изменения. Таким образом, поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами были приняты в первом чтении. Депутаты парламента ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о порядке софинансирования за счет российских средств повышения заработной платы работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания. Сегодня средняя заработная плата этим категориям составляет 16 тысяч рублей, но уже в нынешнем году их размер зарплаты увеличится. В 2021 году она будет достигнута до 19,5 тысяч рублей. И пока стоит режим софинансирования до 2022 года, в котором предполагается достигнуть 23 200 рублей. Эти показатели, несомненно, будут достигнуты, но если брать ретроспективно, 2022 и 2014 год в 200% будет, вернее, вырастет размер оплаты труда этим категориям. Также на заседании сессии парламента депутаты проголосовали за проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях в третьем окончательном чтении. За незаконное присоединение к электросетям, находящимся в ведении единого оператора, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 20 до 3 тысяч минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности. В некоторых случаях также предусмотрена конфискация оборудования. Кроме того, депутаты во втором чтении внесли поправки в Уголовный кодекс Абхазии, которые предусматривают за незаконное присоединение к электросетям и потребление электроэнергии в большом объеме для осуществления деятельности по добыче криптовалют наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оборудования, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Парламент также внес поправки в закон о выборах депутатов Народного собрания. Теперь депутатом парламента может быть избран гражданин Абхазии, владеющий государственным языком и имеющий высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Депутатами парламента также были рассмотрены некоторые земельные вопросы и сняли с производства проект закона о физической культуре и спорте. Алика Трапш, Саида Гухава, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопу продолжает инспекционные поездки по районам Абхазии. На этот раз он проверил готовность машинно-технологических станций к весенне-полевым работам в Гагарском районе. Репортаж Эсмы Гуланзе.
В Гагарском районе уже приступили к вспашке земель. В машинно-технологической станции района 11 единиц техники. Среди них 8 пахотных тракторов, 7 из которых на ходу. Всего в этом сезоне предполагается вспахать от 200 до 300 гектаров земли. Главы администрации сел или сами сельчане оставляют заявки в МТС, и затем техника распределяется между селами. Вспашка 1 гектара стоит 2995 рублей. Эти средства позволяют МТС держаться на плаву. Пахотный сезон начался. Ну, не полностью начался, но уже есть заявки, есть уже некоторые хотят, просто ждут, чтобы пахать тоже очень, когда земля мокрая, невозможно пахать. Некоторые ждут, пока высохнет. Но в основном уже мы спахали 50 гектаров, около 50. Мы сегодня можем, вот в любое время суток мы можем начинать где угодно, в районе нашем. Вот. На это мы даже не обсуждается. Помимо вспашки, МТС оказывает и другие услуги – баранование, посев, лечение сельхозкультур и так далее. Машино-тракторная станция, она готова. Есть вот 8-9 единиц техники, которые вполне достаточно для того, чтобы провести все весенне-полевые работы именно в этом районе. Это немного, к сожалению, это около 150 гектаров под пашни, там под кукурузу сеют. А лечение и все остальное есть техника достаточно нормальная. Вот они сами приобрели запчасти, мы пока не смогли помочь из-за отсутствия средств. Но техника готова. Беслан Джопу также посетил фруктовые плантации Гагарского района. Цитрусовый совхоз «Абхазия» расположен в селе Осечко. Из 14 гектаров земли 8 находятся в аренде. Мандариновые деревья здесь были высажены еще в 60-х годах. Сегодня они нуждаются в замене. Неподалеку расположилась еще одна мандариновая плантация. Из 3 гектаров земли 1,5 в аренде у частного лица. И здесь мандарины находятся не в лучшем состоянии. По той программе, которая у нас намечается между Министерством сельского хозяйства России и Абхазии, вот помощь, которую они собираются нам оказать, восстановление цитрусовых плантаций. Мы смотрели некоторые вот агрофирмы, где устаревшие плантации, где сами вот цитрусовые корни уже исторически устаревшие. Вот, поэтому мы смотрели, насколько пригодны эти плантации, эти территории для того, чтобы включить в эти проекты. Я думаю, что будем в дальнейшем в этом разбираться. Если вот такая помощь у нас будет со стороны России оказана, мы уже будем знать, где можем эти проекты проводить. Далее Беслан Джопу посетил яблоневые сады, заложенные в 2012 году в рамках российской инвестпрограммы. В поселке Псахара располагается яблоневый участок в 4 гектара. Плантация находится в запущенном состоянии, но сами деревья плодоносят. Также Беслан Джопу посетил плантацию в селе Махадыр. И здесь ситуация примерно такая же. Те люди, которые здесь находятся, вот кому передало государство, вот она заложила сады и дальше передала, они не в должной степени, наверное, ухаживают за садом, и в отсутствии, видимо, средств или каких-то других, но тем не менее такого не должно быть. Этот сад более-менее он ухожен, его можно еще восстановить. Они вот вроде говорят, что будут этим заниматься, но не запущенный сад. Есть запущенные сады, есть в Сухумском районе запущенные сады, а в Гаграх вот эти 2 участка, которые мы проверили, их можно пока вот привести в порядок, они будут как бы плодоносить. По словам Беслана Джопу, все проблемные вопросы приняты во внимание и будут рассмотрены детально в ближайшее время. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Сухуми прошло расширенное заседание Политсовета политической партии Айтейра. Были рассмотрены 5 вопросов повестки дня, касающихся текущей ситуации в стране, предстоящих в марте 2022 года выборах в Народное собрание. В частности, члены Политсовета обсудили возможность внесения некоторых изменений и дополнений в закон о выборах депутатов в парламент Абхазии. Говорили и о предстоящих выборах в органы местного самоуправления и создании молодежного крыла партии. Была определена и дата проведения 2-го съезда партии Айтейра. Мы пришли к тому, что надо работать со всеми партиями и движениями. И с теми, которые поддерживали и поддерживают Аслана Георгиевича Бжаня, а мы именно та партия, которая и поддерживала его выдвижение, и сегодня поддерживает его в ранге президента этой страны, и с партиями оппозиционными тоже, потому что там тоже есть моменты, которые, на наш взгляд, могут способствовать стабилизации общественно-политической ситуации в стране. То есть мы открыты для диалога со всеми силами политическими в стране. И мы считаем, что
Общественный совет при президенте, который создан по его инициативе, это тот жизнеспособный, деятельно способный орган, который позволит многие вопросы снимать внутри. Третьим вопросом и под вопросом, можно сказать, шел вопрос о тех изменениях, которые мы предлагаем в законодательство в части выбора депутатов парламента, Народного собрания. Мы хотим, чтобы все-таки в нашей стране была смешанная система выборов, и мажоритарная, и пропорциональная, потому что, на наш взгляд, как и на взгляд многих в Абхазии, скорее всего, значит, это позволит не только выбирать по принципу свой-чужой, в данном случае пофамильно и так далее, а по принципу, чтобы учесть интересы и национальные, и гендерные, и образовательные. Говорили о местных выборах, которые сейчас предстоят. Должен сказать, что центральный аппарат не принимал активного участия, значит, и мы просто постфактум готовы подключиться уже в агитационную работу. И если, значит, в Тхуачальском районе у нас не выставлен ни один, к примеру, значит, кандидат в органы местного собрания, то в Гудаутах их больше 15. То есть разная ситуация. Будем работать над этим. И самое большое, самое главное, на мой взгляд, это то, что принято решение о создании молодежного крыла. На мой взгляд, это самое важное, самое, что может быть, потому что двигать будущее Абхазии должны молодые. У нас достаточное количество молодых, таких образованных, грамотных ребят, с которыми мы готовы стать рядом, готовы оказать ту помощь, которую можем оказать, исходя из своего опыта. Но еще раз говорю, будущее за ними, значит, будущее есть у нашей страны тоже. 31 марта исполнилось 100 лет со дня провозглашения независимой Советской Социалистической Республики Абхазия. Декларацию о суверенитете Абхазии Ревком Грузии подписал 21 мая 1921 года. Она была озвучена и одобрена на Первом съезде трудящихся. В декларации, в частности, говорилось: Революционный комитет Социалистической Советской Республики Грузия признает и приветствует образование независимой Социалистической Советской Республики Абхазия. Вся советская власть была установлена в Абхазии 4 марта 1921 года. В этот сложный период между 4 марта и 31 марта шла оживленная дискуссия между абхазскими и союзными, или, скажем, там, грузинскими большевиками по поводу будущего статуса нашей республики. Конечно, все дело шло к тому, чтобы не дать возможность маленькой Абхазии, и это было одной из самых главных причин, превратиться в отдельную союзную республику. Противились этому бывшие соратники наших революционеров, Ефрема Эшба и Нестора Лакоба, и это был Серго Орджоникидзе. Совещание Закавказского бюро Коммунистической партии состоялось уже в Батуми, проходило оно 28-29 числа, и на этом заседании было принято решение, что все-таки Абхазия будет Советской Социалистической Республикой, отдельной единицей. И именно 31 марта уже в Абхазии эта декларация была принята, об этом сообщили Ленину. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает, что за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 184 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них. В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 26 человек. В тяжелом состоянии 9 человек. В Гудаутской ЦРБ 30 марта скончался пациент 1941 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЦРБ 7, в Гагарской ЦРБ 12, в Ткварчалской ЦРБ 12. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 428 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 876 человек. Медики, работающие в красной зоне, будут направлены на отдых в санаторно-курортные объекты России и Абхазии. Речь идет о врачах, которые работают с ковид-больными, подвергая риску свое здоровье. Соответствующее решение было принято
временно исполняющим обязанности премьер-министра Владимиром Делба. Какая категория медиков сможет воспользоваться этой программой, в какие санатории их отправят восстанавливать свое здоровье, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Симы Эргун. Сколько еще предстоит жить в разлуке с семьями? Этот вопрос медики стараются себе не задавать, потому что ответа пока нет. Они просто терпеливо ждут, когда ситуация позволит вернуться домой. Сейчас их дом-больница. Ни много ни мало. С начала пандемии прошел год. За этот период в Абхазии выявлено больше 13 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 96% выздоровели. Зафиксировано более 210 летальных исходов течения болезни. Круглосуточно оказывали помощь больным по республике 180 абхазских врачей. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба предложил оказать им социальную поддержку в знак благодарности за их труд. Речь идет о предоставлении отдельным категориям работников государственных лечебно-профилактических учреждений возможности прохождения санаторно-курортного лечения в здравницах России или предоставлении путевок в курортные объекты Абхазии. Прежде всего, еще раз, и со своей стороны, я так полагаю, что выражу позицию и всех членов правительства, и, наверное, и граждан наших, поблагодарить наших медицинских работников за тот самоотверженный труд, который они выполняют в таких нелегких, непростых и, откровенно говоря, абсолютно не свойственных, неподготовленных, как и для всех других медработников в мире, условиях. Вот мы этих людей должны опекать со всех сторон. Они спасали жизнь наших граждан. Вот. И сегодня, естественно, мы должны обязательно дать им возможность отдохнуть, дать им возможность пройти реабилитацию. Медицинские работники, работающие в красной зоне, смогут бесплатно пройти реабилитацию за счет фонда соцстрахования и охраны труда. Это касается врачей, медицинских сестер и фельдшеров. Процедура сбора необходимых документов будет максимально упрощена. Мы, как фонд социального страхования и охраны труда, будем осуществлять эту программу, полностью поддерживаем ее. Считаем, что она полностью соответствует справедливой социальной политике нашего государства. Организовать для медперсонала полноценный отдых и лечение и таким образом проявить всеобщую благодарность и заботу, говорит руководитель фонда соцстрахования и охраны труда Бакур Бебия. Это не только даст возможность поправить здоровье тем, кто сегодня ведет самоотверженную борьбу, но и поддержит наши санаторные учреждения. Мы будем осуществлять, в свою очередь, все договора, которые будут проводиться с санаториями, на то, чтобы проверить, насколько будет грамотно расположено их лечение и, а самое главное, комфортные условия для естественного там нахождения. Однако в Абхазии не так много санаториев, которые отвечают необходимым требованиям реабилитации. Отбор будет тщательный. Если в стране не найдутся подходящие здравницы, медиков будут отправлять в санатории и лечебницы Северного Кавказа. Мы заключим договора с любым санаторием, вопросов в этом нет. Дело в том, что если у них те услуги, которые непосредственно связаны с санаторно-курортным лечением и оздоровлением именно, но если у них такие они услуги предоставляют, конечно, мы можем и на местные, значит, и на любой санаторий Северного Кавказа. Пребывание в санатории позволит медикам эффективно провести этап реабилитации после длительной нагрузки в ковид-госпиталях. Разработка и реализация соответствующей программы помогут нашим медицинским работникам быстро восстановить здоровье и вернуться в строй. На данный момент идет сбор данных. Далее будут изучать и составлять списки. Только после этого можно будет воспользоваться правом медицинской реабилитации в здравницах. Сима Эргун и Нала Гухава, Абхазское телевидение. В окрестностях сел Кындых и Баслав сотрудники ПСО по охране города Чемчира и Ачемчирского района ликвидировали природные пожары на площади 11 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС. Горела сухая трава и сухостой. В тушении огня были задействованы 2 пожарных и 1 спасательное отделение. Основная причина пожаров – человеческий фактор. Угрозы жилому сектору нет. В конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 1 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность. Со второй половины дня ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +3, 8, днем 12-17 тепла. Температура морской воды +10.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.